Тишиною пустыни объятый, на халате его, халате ватном, было все до ниточки свято. О, не трогайте его, большевики, пожалейте худобу тысячелетней шеи. Старый дервиш играет на флейте, и к нему приползают змеи. Они качаются перед ним, как перед нами качается шнур занавески, и песня свистит, как пламя, то шипяще, то более резко. Это милые рисунчатые звери. Они танцуют спиральные танцы. Вот что значит твердая вера, преимущество магометанства. Эти строки Владимир Луговской написал 85 лет назад, и я думаю, они помогут вам погрузиться в атмосферу легенды, атмосферу истории, то, что нашло отражение в полотнах, которые вы видите сегодня в этом зале. Поэтому прошу вас, насладитесь этим удовольствием. Оно не каждый день нам выпадает. Попробуйте туркменского угощения, сушеные дыни, и вглядитесь в эти полотна. Они вам расскажут очень многое, поверьте. Пожалуйста.
автор вот этих работ. Очень хороший. Вот Ташкент закончил. Очень хорошая серия. Очень хороший, очень хороший, очень хороший, очень хороший. Там тоже еще есть продолжение. Да. Сейчас неудобно пойдем. Пойдем, а то, да, второй. Ваши книги, я вот там этим художникам чтобы дать.
фестиваль. Моя дочь из Америки, из Соединенных Штатов, участник этого фестиваля. Пианиста. Вот моя жена. Я думал, что начиная от детьми, а, конечно, взрослые дети здесь. Это ладно. Это про меня досье, так что я верю ее и передаю. Нурмурадов Косек Мурат. Да, вообще хорошие дети там. Это ваши дети. Ну, прекрасная выставка, знаете. Прекрасная выставка, прекрасная. Индивидуальные отношения к предмету, это просто сказка. Вам социализм еще не испортил, поэтому я поздравляю, вам передаю. Магальдиеву поздравляю. Благодарность, благодарность. Да. И вот развитие. Зураб Константинович, позвольте, пожалуйста, от имени участников выставки сделать вам маленький ответный подарок. Вот эта книга «Легенды древнего Мерва» – это то, что эта книга состоит из работ авторов из Мары. Спасибо, спасибо. Я попал в кадр. Уважаемый Зураб Константинович, уважаемые гости, сегодня мы присутствуем на событии «Художники древнего Мары». Современное название сегодняшнее «Мирв», и «Мирв» это было древнее название, вновь выставляется в Москве, в самом престижном зале Москвы, в залах Российской академии художеств, галереи Церетели. Я думаю, что эти имена известны любителям искусства давно. В 1984 году здесь проходила с большим успехом выставка «Художники Мары». И основной костяк участников этой выставки, он представлен сегодня на этой выставке. То есть люди стали, участники этой выставки, старше, но они не потеряли своего художественного темперамента, своих чувств, своих, так сказать, пристрастий. И вот мы видим вот эту большую выставку с замечательными картинами, которые, с одной стороны, они показывают и древнейшую, и богатейшую историю Туркменистана, и при этом есть работы, которые показывают уже и сегодняшний день, и сегодняшние, так сказать, события, которые происходят на этой древней земле. Поэтому я думаю, что всех вот не случайно здесь собралось большое количество людей, заинтересованных людей, ценителей искусства. Мы присутствуем при очень интересном и радостном для искусства событии. И для нас важно, что художники Туркменистана, с которыми у нас самые тесные в Международной конфедерации, самые тесные отношения, у них отряд марийских художников всегда был такой еще отдельной единицей, то есть Союз художников Туркменистана, но они всегда выступали еще и именно как художники Мары. И все это об этом знали, все их имена знали, и для нас очень важно, что есть такой город, есть такие художники, которые доставляют радость всем ценителям искусства. Поэтому я поздравляю всех вас с этим праздником замечательным и хочу поблагодарить организаторов и участников этой выставки. Еще раз, вот Зураб Константинович вручил благодарность от них. Теперь я думаю, что вот наше общее желание поздравить всех от нашего общего имени с этим замечательным праздником. Спасибо.